Сённяшняя Беларусь ператвараецца ў лабараторыю па стварэнні лічбавага гулага. Цяпер дзяржава расстаўляе пасткі, у якія можа трапіць любы, ад студэнта і пенсіянера да бізнесмена. Смартфон у кішэні або банкаўская картка ў гаманцы сталі патэнцыйнымі доказамі ў крымінальнай справе. Вось як выглядае сістэма татальнага кантролю і прававога дэфолту, якая пабудаваная ў краіне на пачатак 2026 года. Адным з самых жорсткіх крокаў апошняга часу стала прызнанне еўрапейскага гуманітарнага універсітэту экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэта рашэнне ператварыла звычайны працэс навучання ў міннае поле. Калі студэнт або яго бацькі праводзяць аплату за навучанне з беларускай банкаўскай карткі, гэта аўтаматычна трактуецца як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, пасля чаго можа наступіць крымінальная адказнасць. Мяжа Беларусі перастала быць проста мяжой. Цяпер гэта зона паглыбленага лічбавага нагляду. Выпадковыя праверкі тэлефонаў сталі сістэмай. Памежнікі і супрацоўнікі КДБ у цывільным патрабуюць разблакаваць тэлефоны. Правяраюцца не толькі галерэі фота, але і падпіскі ў Тэлеграм, Інстаграм і нават гісторыя праглядаў у YouTube. Часам фіксуюцца брудныя метады, выпадкі лічбавага падкіду. Пакуль чалавек знаходзіцца на асобнай гутарцы, сілавікі могуць узяць тэлефон і самі падпісаць яго на экстрэмісцкія каналы або проста паставіць лайк пад старым пастом. Рэжым усё больш разглядае глобальныя платформы як пагрозу. У кулуарах улады ўсё часцей гучаць заявы пра магчымую блакіроўку ў YouTube. Гэта апошняя буйная пляцоўка, дзе беларусы могуць атрымліваць нецэнзураваную інфармацыю. Замест свабодных платформаў дзяржава навязвае свае аналагавыя пустышкі. Беларускі аналаг Інстаграму, нядаўна прэзентаваная соцсетка, створаная дзяржаўнымі распрацоўшчыкамі, з'яўляецца ідэальнай прыладай для сачэння. Мэта яе – завабіць людзей на пляцоўку, дзе кожны лайк, каментар і асабістыя паведамленні адразу трапляюць на серверы спецслужбаў. Там не патрэбныя санкцыі пракурора. Кантроль убудованы ў архітэктуру праграмы. Ну і мы скарыстаемся зум-сувязю, каб перанесціся да Мікалая Кванталіяні, нашага эксперта ў лічбавай бяспецы. Добрай раніцы, прывітанне Мікалаю. Прывітанне. Доброе утро, доброе утро. Мікалай, можа, адразу да вось гэтых магчымасцяў спецслужбаў, тому што, беларусы карыстаюцца інтэрнэтам, тэхналогіямі, абыходзяць вось гэтыя абмежаванні, блакаванні і так далей, а спецслужбы хваляцца, што могуць пабачыць, якія нават сайты можа наведаць, які заўгодна рандомны беларус. Вот ці сапраўды гэта так, ці дапамагае штучны інтэлект, магчыма, спецслужбам аналізаваць усе гэтыя дадзеныя? Як выглядае сітуацыя насамрэч? В текущий момент мы можем говорить, что, с одной стороны, белорусский интернет более свободный, чем в соседней стране. И, соответственно, все еще мы наблюдаем блокировки, но технически белорусы могут спокойно использовать VPN, могут обходить цензуру. И если мы используем любые технологии по обходу цензуры, безопасные, то государство не знает, чем занимается пользователь. Но для этого нужно использовать VPN, допустим. С точки зрения слежки это было всегда. То есть государство всегда имело техническую, инфраструктурную возможность следить за всеми пользователями и смотреть, какие сайты посещаются. То есть это не что-то новое. Единственное, что изменилось, это то, что искусственный интеллект помогает белорусскому государству анализировать эти данные. То есть, соответственно, у нас есть большой объем данных, и, соответственно, ты можешь по определенным индикаторам находить ту или иную информацию. Праверкі тэлефонаў, гэта здараецца і на мяжы, гэта здараецца і на вуліцы, гэта здараецца часам у месцах працы. Наколькі гэта сур'ёзна, ужо трошкі мы расказвалі ў нашым матэрыяле, і ці неяк мы можам абараніць нашыя прылады ад таго, каб там не з'явіліся непажаданыя рэчы. И тут нужно посмотреть на два формата проверок. Это когда осмотр телефона и когда, соответственно, у нас просто просматривают, что мы лайкали, в каких телеграм-каналах мы подписаны, какие YouTube-видео мы смотрели. И второе, это техническая возможность на границе подключать наше устройство к определенным инструментам, которые позволяют полностью анализировать наш телефон.
те инструменты, которые используются для мобильной криминалистики. И в этом случае немного хуже, потому что фактически можно восстановить удаленную информацию, можно систематизировать информацию. И поэтому, когда мы говорили до этого, это было достаточно давно, что можно спокойно удалить фото, либо отписаться от каналов и спокойно перемещаться через границу, допустим, то в текущий момент основная такая безопасная стратегия долгосрочная — это заводить отдельный телефон, который можно показывать правоохранительным службам для того, чтобы они проверяли, что все соответствует белорусскому национальному законодательству. То есть фактически это такая двойная жизнь, что у вас есть один телефон, который соответствует национальному законодательству, и, соответственно, второй телефон для того, чтобы можно было спокойно смотреть Белсат. У нас, до речі, ёсць невялічкі фрагмент з вядомага мультсерыялу «Масяня». Там, ну, На злобу дня, скажем на злобу так. дня. Давайте поглядим и протягнем размову. Так, граждане проверьте, сержант Воскобойников, предъявите телефон, пожалуйста. А чё, телефон как телефон, кирпич как кирпич, хуй. Нихуя. Главное, посмотрим, куда вы подключились. Чтобы не было этих масков, чтобы только наш родной российский чебу был. У меня на телефоне. Так, хорошо, а второй телефон? Какой второй? Мозги не пудрим, да? Давай второй гони. Вот, пожалуйста. На нем тоже. Так, нормально. Проследуйте до места. А с рукой чего? Хомяком давил. До свидания. Кто же с двумя телефонами только ходит? У меня тут Starlink просто потому, что мне нужно, чтобы доносы писать, доносы. Я выискиваю иностранных агентов. Николай, так что, третий телефон и четвертый, пятый — это выяснить и достатково другого? Я бы сказал, что вот все стремится к тому, что это будет обязательная необходимость. И помимо того, чтобы заводить третий, второй, пятый телефон, нам нужно будет также разводить нашу цифровую жизнь. То есть, условно говоря, у вас есть еще один Telegram, еще одни социальные сети, которые в текущий момент все еще разрешены в Беларуси, и, соответственно, вы просто разделяете свою цифровую жизнь на безопасную и небезопасную. И, соответственно, основное, зачем нам это нужно сделать? Чтобы в случае экстренной ситуации вы нажимаете кнопку и стираете устройство до заводских настроек, автоматически удаляя всю информацию на нем. До речі, Мікалай, а вось калі мы выдаляем все настройкі, ідзем да вось гэтых заводскіх, ці сапраўды гэта робіць наш телефон беспечным? Да, в текущий момент мы исходим из того, что если телефон форматируется до заводских настроек, то данные стираются, и следующий пользователь не может их восстановить. Дальше есть небольшие нюансы в зависимости от модели телефонов. Допустим, могут быть дешевые китайские телефоны, которые плохо стирают информацию. То есть здесь, соответственно, я бы рекомендовал пользователям покупать средний сегмент, который позволяет точно знать, что ваши данные надежно удалены. Мне вось так падумалася про тое, што калі паралельнае жыццё весці, шизофренічная сітуацыя ў краіне вымагае такой свядомай шизофрэніі. Калі гаварыць вось акрамя выдалення дадзеных, змены пароля, што яшчэ можа быць, што, магчыма, дае такую ложную бяспеку адчування, што мы вось выдалілі і як бы і ўсё. Якія яшчэ ёсць міфы аб тым, вось, як зрабіць бяспечна свой телефон, гаджет свой? А насамрэч небяспечна. Так. Самая большая сложность в текущий момент заключается в том, что информация, которую собирает государство, она системная и долгосрочная. То есть, условно говоря, если вы сегодня удалите свой Telegram, то вся предыдущая история может уже находиться в руках государства. Соответственно, когда мы планируем свою безопасную цифровую жизнь, нам нужно, соответственно, исходить из того, что мы хотим долго находиться в Беларуси и безопасно. Поэтому вот планирование нашей безопасной жизни нужно сейчас. Основные, я бы сказал, мифы про безопасность — это, допустим, то, что государство все знает. Да, то есть спецслужбы все знают, они все читают наши переписки и так далее. То есть до какого-то момента, конечно же, если мы пользуемся российскими соцсетями, российскими мессенджерами, это может быть, но в принципе для того, чтобы анализировать действия пользователя, им нужно человеческие ресурсы, чтобы просто анализировать эту информацию. Вот. И опять же можно говорить о том, что
с точки зрения обеспечения безопасности, если бы пользователи использовали базовые правила безопасности на протяжении последних 5 лет, то, в принципе, было бы намного меньше уголовных дел. Потому что мы видим, что то, что используется для репрессий, это стандартный подход. Получили доступ к телефону, попросили разблокировать, выкачали информацию, получили все важные чувствительные данные. Добре, Поэтому Миколай, здесь ты базовые думаешь, што базавыя правілы всем зразумелыя і все пра іх ведаюць, але мне здаецца, што трэба нагадаць, каб мы яшчэ зрабілі раз сабе чек-ліст. Давай тады па пунктах пра гэтыя правілы бяспекі, які могуць нас забяспечыць ад таго, каб не здарылася бяды. Хорошо. И тут у нас базовое правило не использовать российские либо белорусские сервисы или использовать их осознанно, потому что все Давай данные назовем передаются, могут быть какие. доступны. Это социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, Мессенджер Макс. Это любые банковские приложения, потому что они точно знают, где вы находитесь, ваш IP-адрес. И любые другие сервисы, потому что все, что находится, все, что зарегистрировано в Беларуси либо в России, оно подпадает под национальное законодательство. А дальше, в принципе, у меня такой вопрос. Как вы думаете, как часто нужно менять пароль? Я Это была на вопрос твоем вам, ведущий. майстер-классе, тому не буду подказывать, ведаю правильно. А я подстрахуюсь, скажу, что каждый день. Да. В 2026 году основная стратегия защиты учетных записей – это не менять пароль раз в неделю. А это двухфакторка? включать везде Да. Верно, абсолютно верно. И, соответственно, это решает нашу проблему смены паролей. И здесь мы говорим о том, что безопасность становится удобной. То есть, условно говоря, нам не нужно менять пароли, мы включаем везде двухфакторную и спим спокойно. Вот. И если мы говорим про белорусов в Беларуси, то вот это вот разделение цифровой жизни на то, что безопасно и соответствует национальному законодательству, и то, что мы хотим получать доступ к независимой информации, является очень важным. То есть, условно говоря, сейчас недостаточно иметь два телеграмма на телефоне, нужно иметь 2 телефона и 2 телеграмма. Миколай, дзякую Не вялікі. спрашаеш нам жыццё, але гэта неабходна. Але спадзяемся, што жыццё, у тым ліку нашых гледачоў, гледачак з Беларусі стала бяспечнейшай. Дзякуй табе вялікі. На зум-сувязі з нашай студыі быў Мікалай Квантальяні, эксперт у лічбавай бяспецы.